казахской национальной кухне, как в зеркале, отразилась душа народа, его история, обычаи и традиции. С давних пор наиболее отличительной чертой казахского народа было гостеприимство. Дорогого гостя радушно встречали, усаживали на самое почетное место, угощали лучшим, что было в доме. Украшением любого дастархана и наиболее излюбленным блюдом у казахов всегда считалось мясо по-казахски. Отварное мясо обычно подавалось большими, неразделенными кусками. Хозяин резал мясо, угощая каждого гостя лакомыми кусочками. Тазовые кости и голень отдавал почетным старикам, грудинку зятю или невесте, шейный позвонок девушкам и так далее. Самому почетному гостю хозяин преподносил приготовленную особым способом голову барана. Гость должен был разделить голову между присутствующими, соблюдая определенный ритуал, в котором рассказывался древний обычай уважительного отношения к гостям, старикам, детям, близким и дальним родственникам. Ароматное мясо едят с тонко раскатанными и отваренными кусочками теста. Прекрасным дополнением к блюду служит насыщенный ароматный мясной бульон – сорпа, который подается обычно в пиалах. В конце трапезы подают кумыс, за которым вновь следует чай. В наше время застолье во многом изменило формы, но не утратило древних законов гостеприимства. Напротив, границы его раздвинулись. За сегодняшним дастарханом собираются не только казахи, но и многочисленные гости, живущие в большой многонациональной республике. Прожив рядом с казахами не одно десятилетие, делясь с ним горем, хлебом и радостью, братские народы не могли не оказать влияния на кулинарное мастерство, быт и культуру казахского народа, заимствовав одновременно лучшие традиции из его культуры и быта. Современная казахская кухня включает в себя не только традиционные казахские блюда, но и полюбившиеся блюда узбекской, уйгурской, русской, татарской, корейской и многих других кухонь. Именно поэтому современной казахской кулинарии при сохранении чисто национальных черт нетрудно заметить интернациональные черточки.